эфире «Вечерние новости». Расскажем о самых заметных событиях выходного дня. В студии Василий Радченко. Здравствуйте в этом выпуске. Врачи продолжают бороться с коронавирусом. Как проходят будни ковидных бригад? Сюжет через пару минут. Прокуратура расследовала халатность в тушении лесных пожаров в Чурапчинском районе. Возбуждено уголовное дело. Синоптики прогнозируют теплый декабрь в Якутии. По их мнению, около или ниже нормы температура затронет и январь с февралем. Ограничительные меры в Якутии продлили до 30 ноября. Соответствующий указ подписал глава региона. Согласно документу, Минздрав совместно с Минобразования должна обеспечить профилактическое медицинское наблюдение за несовершеннолетними, пребывающими и находящимися на территории городских округов и сельских поселений в каникулярное время. Указ также предусматривает приостановление в 2021-2020 учебном году реализации программ доп. Образования и спортивной подготовки до особого распоряжения. Предписания по санобработке предприятий и торговых залов остаются в силе. По данным оперативного штаба региона, за минувшие сутки в Якутии выявлено 192 новых случая коронавируса, в том числе 34 носителя. Якутск – 108 случаев, Намский район – 13, Вилюйский – 11, Нюрбинский – 9, Амгинский – 7, Усть-Алданский – 6. В остальных районах от 1 до 5 заболевших. Летальных исходов от COVID-19 за сутки 3. Лабораториями региона проведено свыше 6 тысяч исследований. В столице на базе всех городских поликлиник созданы так называемые ковидные бригады. Врачи в них находятся на передовой борьбы с коронавирусом. И, как говорят они сами, главная задача не пропустить вирус дальше. О буднях ковидной бригады. Александр Хавренко. Ежедневно врачи из так называемых ковидных бригад выезжают в среднем на 30-40 вызовов. Перед каждым выездом они облачаются вот в такие костюмы индивидуальной защиты, перчатки в 2 слоя, специальные очки. Мы проехали всего 3 вызова, и, честно сказать, в этом костюме не очень комфортно. А врачи работают так с раннего утра и до позднего вечера. Мы же первая смена. Мы как бы с утра приходим с 8:30, и вот до 8, до 9 работаем. Вторая смена к часу где-то приходит. Они вот до 12 ночи, где-то после 12 уходят. Пока все вызова тоже обслужат, пока все напишут. Пациенты с температурой, вызова с температурой. То есть мы сразу берем на месте мазок, осматриваем, открываем больничный лист. Первые 3 часа рабочего времени врачи ковидной бригады собирают вызовы, обзванивают ранее обратившихся, а в 12 часов врачи направляются в бой на борьбу с коварной болезнью. Маска, халат, перчатки. Каждый прием и обход – игра с огнем. Девушка 91-го года с температурой. Как утверждает наш герой, число вызовов выросло в десятки. И тут главное – время. Успеть помочь, выявить и предотвратить. Поликлиника. Нос дышать могу, он как будто не заложен, но очень больно дышать. И когда вдох делаете, да, когда вдыхаю. И запахи не чувствую. Сколько дней попало домой? Ну, дня 2-3, наверное. Я слышала указания. Когда все вызовы отработаны, врач и водитель едут в грязную зону на дезинфекцию, где наконец-то можно снять защитный костюм, очки, респиратор и, наконец, глубоко вздохнуть. Во-первых, простужаешься, потому что паришься в этом костюме. Я вот за время в бригадах тоже сама несколько раз у меня ангина была. Горло болело, потому что паришься в костюме, бегаешь на этаж, распаренный, выходишь на холод, потом в машину, потом долго стоишь у ворот, стучишь иногда, не можешь дозвониться, особенно в Мархе, к примеру, да. То есть вот это вход-выход, вот это для здоровья очень. А так я уже привыкла к костюме. Одним осмотром больных работа врача не ограничивается. Возвращаясь в поликлинику, Наталья принялась за документы, ввести данные, симптомы, следить за результатами анализов, оформить больничные. И, казалось бы, в мирной жизни такая рутинная работа сейчас отнимает много сил. Это врач. Вы мне, пожалуйста, отправьте ФИО всех, кто дома с вами проживает. Сегодня же должны мазки. Ага, сейчас прямо с датами рождения, хорошо? Ага, спасибо. В перерывах между приемами больных обязательный обзвон тех пациентов, которые лечатся дома. И даже свой единственный законный выходной в неделю врачи ковидных бригад не могут толком отдохнуть. Ведь от пациентов все время приходят звонки и сообщения.
Но больше врачей беспокоит не это, а тот факт, что есть еще люди, которые не до конца осознают опасность этой болезни. Он очень коварный. Не надо относиться так легкомысленно, ходить без маски, не бояться, да? Потому что заболеть может каждый, абсолютно. И поймать этот вирус можно везде, где бы ты ни был. Обязательно соблюдать режим, носить маски, перчатки, обрабатывать руки, мыть руки часто, да? Это обязательно. Стараться лишний раз не ходить туда, где много людей, где скопление народа. Особенно для пожилых это опасно. Ладно, молодой принесет в семью, но в семье у всех есть бабушки и дедушки, которые могут не пережить этот ковид. Как признается Наталья, после смены сил не остается ни на что. И даже разговор дается нелегко. А у многих врачей семьи, дети, которым тоже нужно уделять время, заниматься домашними делами, решать житейские проблемы. Мы стараемся меняться. Я, например, сейчас, вот сегодня у меня 1,5 месяца я отработала сейчас, да? С завтрашнего дня выйдут другие врачи. Я уйду в поликлинику, то есть в участковую службу. Потому что иначе здесь все время работать тяжело, все время в бригадах. Мы меняемся. За каждым выздоровевшим пациентом литры пролитого пота и крови, бессонные дежурства и изнурительный график. На этой войне с вирусом не раздают ордена и медали. А главный итог этой схватки – спасенная человеческая жизнь. От врачей, медсестер, санитаров и даже пациентов, а еще от нас с вами зависит, как завершится это сражение. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Минздрав установил новые нормы времени приема больных в поликлинике. Инфекционист должен уделять пациенту на амбулаторном приеме 20 минут. Онколог 23, пульмонолог и хирург по 26, фтизиатр 35 минут. Если прием не по заболеванию, а профилактический, время осмотра пациента сокращается на 10-40% в зависимости от специальности врача. Уголовное дело о халатности в тушении лесных пожаров возбуждено в Чурапчинском районе. Прокуратура провела проверку, в ходе которой установлено, что в этом сезоне зарегистрировано 33 лесных пожара, в том числе в Булугурском, Соловьевском и Хадарском наслегах. Несмотря на рост площади возгораний, должностными лицами было принято решение о приостановлении работ по их тушению, в результате чего зарегистрирован значительный прирост пожаров, которыми уничтожено 250 тонн сена, заготовленного местным населением на зимовку. Сумма причиненного ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия. Ход его расследования находится на контроле прокуратуры. Театр города Мирного оказался самым малопосещаемым театром в регионе. Помимо этого, там выявлены серьезные финансовые нарушения. Плачевное состояние здания, низкая посещаемость и непродуманная репертуарная работа стали причиной присоединения Мирнинского театра к Государственному академическому русскому драмтеатру имени Пушкина. Тему продолжит Марферина Алексеева. Огромный зал на 500 мест давно не использовался по назначению. На протяжении нескольких лет театр работает на 120 мест, из которых чаще всего занято не больше половины. В 2019 году театр провел 87 показов. Это даже меньше половины того, сколько показывают другие районные театры республики. При этом ежегодно в деятельность и развитие театра вкладывается довольно крупная сумма. Порядка 100 миллионов рублей государственных денег с бюджета Республики Саха-Якутия. Более 10 миллионов рублей туда вкладывает акционерная компания «Алроса» и администрация Мирнинского района. Помогаем федеральными субсидиями. Театр за 2019 год заработал всего 1 900 000 рублей. Это то, что мы выручили за свои билеты. А это основной вид нашей деятельности и работы, которые мы должны увеличивать, усиливать и направлять туда наш талант актерский. Для того, чтобы предотвратить полную утрату театра, принято решение внедрить опыт самого посещаемого и старейшего театра Дальнего Востока – Русского драматического театра. Эта задача возложена на нового художественного руководителя Александра Лобанова. По его мнению, основной проблемой неэффективности театра является
узкая направленность репертуара. Палитра должна быть разнообразная. Здесь должна быть и классика, и отечественная, и зарубежная. Здесь должна быть и образовательная программа. Здесь должен быть тот материал, который бы был интересен широкому зрителю. Но это именно догма сейчас. То есть мы должны прийти именно вот к этому результату. Коллектив Мирнинского театра против перемен. Современную драматургию считают самой актуальной, а присоединение к русскому театру считают концом самобытности. Дело в том, что в Якутске, помимо театра имени Пушкина, есть еще 5 театров. И если человеку хочется чего-то посложнее и поинтереснее, чем дешевые комедии, то он может пойти в прекрасный Саха-театр. У нашего зрителя этого выбора нет. Поэтому наша репертуарная политика, она должна быть намного богаче, она должна быть намного серьезнее, чем просто спектакли, которые тупо кассовые. Мы провели опрос, в котором горожане делятся своими предпочтениями касаемо желаемого репертуара. Ну, что-нибудь классика какая-нибудь, там что-нибудь «Идиот». Я люблю Достоевского просто, как бы, все его произведения прочитал. Как бы хотелось бы увидеть что-нибудь такое вживую. Я люблю очень историю и исторические спектакли, картины. Хотелось бы больше этого, а потом это воспитывает же нашу молодежь, наших детей. Чтобы там показывали национальные якутские сказки, там, Ланкота. Кто-то классику любит, кто-то современный репертуар. Кому что нравится. Мне, конечно, классика больше. Помимо работы с репертуаром, театр начнет давно забытую гастрольную деятельность в республике. Кроме фестивальных спектаклей, мы еще будем ставить классику. Увеличили бы гастроли в наших городах, Мирнинге, Алдане, Ленске, Мирном. Если через год мы будем анонсировать, что в аншлаг мирнинских спектаклей, на Мирнинской площадке театров нашей республики идет аншлаг, и зритель идет, и мы работаем, значит, правильно. Вот к этой оценке мы будем двигаться. Новое руководство намерено расширить репертуар. При этом действующие, полюбившиеся зрителям стилистические формы будут сохранены. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Синоптики прогнозируют теплый декабрь в Якутии. По данным Гидрометцентра, в целом зима ожидается теплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы. Особенно высокая температура прогнозируется на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии. Январь и февраль также будут относительно теплыми для большинства регионов страны. На этом программа подошла к концу. Наш телеканал продолжит следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. До свидания.